Прямой эфир, телеканал Якутия-24. Вы смотрите программу «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Лужи, грязь, разлив фекалий, не вывоз мусора. Пришла весна, и жители деревянных домов в Якутске начали испытывать ежегодные проблемы. Кто виноват и что делать? Необходимость времени. Так прокомментировали решение объединить все детские сады Мирнинского района. Что изменилось вместе с этим? Речь о режиме, питании и оплате. Сопровождение детей с расстройством аутистического спектра под таким названием в Нерюнгре организовали научно-практическую конференцию. Личный пример, как работает социально ориентированный бизнес, созданный общественником в Якутске. Морозы бизнесу не помеха. Предприниматели Якутии отметили наградой в Москве. На старте с малых лет дошколята Алдана состязались на ежегодном лыжном марафоне. Общественники Якутска бьют тревогу. Фекальные стоки загрязняют реку Лену. Экологи выявили факт сброса сточных вод в речную протоку с исправительной колонии в поселке Табага. Площадь разлива составила около 20 тысяч квадратов, сообщает Минприроды республики. Госинспекторы отметили, что администрация колонии не принимает никаких мер по устранению сбросов жидких бытовых отходов в водный объект, образующихся как раз в результате деятельности этого учреждения. Сообщается, что в Табагинской колонии отбывают срок около 400 осужденных. Экологов, общественников беспокоит, что заключенные могут быть больны туберкулезом или гепатитом. Население опасается, что в случае обнаружения в пробах воды разносчиков инфекций ситуация приобретет еще более угрожающий характер. Материалы проверки переданы в Якутскую природоохранную прокуратуру и управление Росприроднадзора. Также общественные экологи обратились к главам муниципальных образований столицы, села Хатасы и поселка Табага с просьбой принять срочные меры по устранению нарушения. Тем временем, с приходом весны некоторые жители неблагоустроенных деревянных многоквартирных домов в Якутске начали испытывать бытовые проблемы. Это лужи, грязь, разлив фекалий, вывоз мусора и другие ежегодные сезонные трудности, которые не перестают возникать. Репортаж нашего корреспондента Сусанны Рожиной. Весна только началась, а город уже тонет в грязи и в фекалиях. Как мы видим, управляющая компания не в полной мере справляется со своими прямыми обязанностями. На 17-м квартале в каждом дворе удручающая картина. Отсутствуют элементарные урны для сбора мусора и нет баков для сбора жидких отходов. И как мы видим, мусорная реформа в деревянном жилфонде реализуется явно не в полной мере. На окраинах города, где жилфонд в основном из деревянных домов, этой зимой были установлены металлические баки для сбора жидких отходов. Но оказалось, что это было временной мерой. А сейчас, с наступлением весны, эти отходы не успевают промерзнуть и разливаются через эти баки, образуя зловонные лужи во дворах, через которые невозможно пройти. Трехмесячник по саночистке, все это, естественно, уберется со временем. Ну, а каждому человеку представить надзирателя и учить его правильно выливать куда положено мы не можем. Но жильцам этих районов не так смешно, как представителям управляющей компании. Люди вынуждены выливать свои помои либо в эти временные железные баки, или прямо на землю, потому что до сих пор не отогреты и не оборудованы выгребные ямы. Из 44 выгребных ям на фонде уже отогрето 16 ям. И еще порядка 12 ям введено в эксплуатацию. Это новые выгребные ямы, которые установлены по решению администрации города Якутска. Проблема еще заключается в том, что жидкие бытовые отходы не вошли в состав новой коммунальной услуги и не относятся к твердым коммунальным отходам. Поэтому жители неблагоустроенного жилфонда платят двойной тариф и за вывоз ТКО, и утилизацию жидких отходов, которые до сих пор числятся в жилищной услуге. А качество оставляет желать лучшего. И управляющая компания пытается ответственность переложить на регионального оператора. А так как все дома на непосредственном способе управления, у регионального оператора должен быть договор с собственниками, где прописаны все условия все-таки, кто ставит этот бак. Потому что, вот, допустим, неблагоустроенный жилой фонд, да, у нас, и у людей все равно статья есть твердые коммунальные отходы, все равно с них берут эти деньги. Тоже
Почему так получается? Поэтому у нас нет такого, чтобы была просто куча мусора. Конечно, там бывает, что техника приходит, может сломать этот короб, но это оперативно решается установкой нового, и все. Учитывая даже то, что в тарифах таких работ вообще нету. Сейчас работа ведется, вот вы сейчас поехали, может, какие-то точки там, да, нашли, но потоки работы у нас каждый день. Прямая обязанность управляющей компании убирать придомовую территорию и не доводить ситуацию до такой зловонной обстановки, тем более, что люди платят и за работу дворника. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Якутск. Правительство России выделило 2,5 миллиарда рублей для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток. Это позволит перевезти на льготных условиях не менее 378 тысяч пассажиров. Об этом говорится в документе. Напомним, льготные авиабилеты жителям Дальнего Востока начали продавать в январе текущего года. Их раскупили тогда практически за неделю. После этого Минтранс предложил выделить дополнительные деньги на субсидирование льготных полетов с Дальнего Востока и обратно. Приобрести авиабилеты по спецтарифу могут молодые люди до 23 лет, женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, также инвалиды, сопровождающие их люди и многодетные семьи. Что дало объединение всех детских садов Мирнинского района? Напомним, решение вступило в силу с Нового года. Таким образом, бюджетные дошкольные учреждения вошли в состав некоммерческой организации «Алмазик». И вот спустя 3 месяца заметили ли родители и сотрудники какие-либо позитивные изменения? Узнала наша коллега Мария Урцева. Анастасия Хлебникова – заведующая самого нового детского сада алмазной столицы. С начала года «Семицветик» вместе с другими бюджетными дошкольными учреждениями вошел в состав некоммерческой организации «Алмазик». То, что касается режима, это все осталось на прежнем уровне. То, что касается пятиразового питания, это тоже на прежнем уровне. Также, по словам заведующей, из положительных моментов рост заработной платы у помощников и воспитателей. Правда, изменения коснулись не всего персонала. Младший обслуживающий персонал, у них заработная плата увеличилась, потому что если раньше у нас была оплата до минимального размера оплаты труда, то теперь девочки получают немножко побольше, конечно. По административно-управленческому персоналу, да, по заведующей, раньше у нас были заместители, теперь у нас заместителей нет, у нас есть завхоз и старший воспитатель. Там, конечно, зарплата не поднялась, даже есть минусы. Родители воспитанников бывших бюджетных детских садов говорят, что после реорганизации особых изменений также не заметили. Единственный минус – отмена льгот. Единственное, что как сотруднику детского сада мы раньше оплачивали половину стоимости сада, а сейчас мы платим полную сумму. Ну и увеличилась сама плата за детский сад. Ну а так больше изменений особо не замечено. Если в бывших бюджетных садах родительская оплата выросла, то в дошкольных учреждениях, находившихся в структуре «Алмазик», совсем другая картина. Например, в саду номер 54 родители рады снижению оплаты. Ну, в первую очередь, конечно, все родители заметили, что изменилась оплата. Особенно это заметно для тех, у кого 2 детей. Примерно день на 100 рублей снизился. Если ребенок посещает полный месяц, то есть все там 20-22 дня, получается на 2000 примерно. По словам руководителя автономной некоммерческой организации «Алмазик», объединение садов в единую структуру – необходимость времени. В первую очередь, чтобы поддержать высокий уровень дошкольного образования в районе. Централизация привела к формированию единой очереди в детские сады, а также расширила возможности при выборе дошкольного учреждения родителями для своего ребенка. Мария Урцева, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». В столице Южной Якутии впервые состоялась республиканская научно-практическая конференция «Сопровождение детей с расстройством аутистического спектра. Опыт и перспективы развития». Все подробности у Екатерины Павловой из Нейрингри. Виктория Данилова – мама 5-летнего Миши. У улыбчивого, жизнерадостного мальчика – расстройство аутистического спектра. Это не болезнь, а особое состояние психики человека, обусловленное генетически. Оно не лечится, а только корректируется психотерапией. С возрастом симптомы расстройства сглаживаются, но детям важна социальная поддержка. Миша с мамой посещают реабилитационный центр «Сувак» 3-й год, сразу после выявления особенностей мальчика. Как проходит занятие, вот здесь очень нравится, как поставлена работа именно дефектолога, психолога. То есть отличие большое от простого обыкновенного садика.
потому что занятия идут интенсивно, можно сказать, вот с утра и до вечера. По статистике в России наблюдается рост числа детей с расстройством аутистического спектра, что является характерной тенденцией и для нашей республики. В Нерюнгринском реабилитационном центре «Сувак» число таких деток за 2 года увеличилось на 4%. Ежегодно в центре проходит реабилитацию более 80 детей, которые непременно заканчивают каждый новый курс с положительной динамикой. В основу у нас положен верботональный метод, но плюс к верботональному методу мы используем отдельно ABA-терапию, у нас сейчас есть песочная терапия, как отдельный вид прям реабилитации, сенсорная комната, монтессори-терапия. Все вот эти методы дают очень хороший результат вместе с медицинским сопровождением детей. Но еще и важно, сколько души мы в них вложим, как мы отработаем с родителями, вот, понимание того, что с этими детьми нужно работать, их нужно любить, в них нужно верить. Мастер-класс по песочной терапии, фонетической ритмике и музыкальной стимуляции. Специалисты Центра «Сувак» помогают каждому ребенку раскрыть свой потенциал, почувствовать свои безграничные возможности, а родителям научиться эффективным методам взаимодействия со своим ребенком. На конференции по проблемам сопровождения детей с расстройством аутистического спектра с участием педагогов, медицинских работников и родителей присутствующие обменялись теоретическими знаниями и практическим опытом, определили перспективы внедрения новых подходов в реабилитацию детей с расстройством аутистического спектра. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сейчас короткая пауза, 1 минута. Оставайтесь с нами, смотрите во второй части программы «Итоги дня». Личный пример, как работает социально ориентированный бизнес, созданный общественником в Якутске. Морозы бизнесу не помеха, предприниматели Якутии отметили наградой в Москве. На старт с малых лет дошколята Алдана состязались на ежегодном лыжном марафоне. Якутия-24. Итоги дня. В студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Предприниматели Якутии отметили в Москве. В столице страны прошла первая церемония премии издания Russian Business Guide «Люди года». В этот вечер награды получили лучшие бизнесмены, корпорации и региональные проекты. В призерах оказалась и наша республика. Репортаж нашего спецкора Максима Кардозу. Морозы бизнесу не помеха. Это уже пару десятилетий доказывают якутские предприниматели. На территории нашей республики развиваются самые разные направления. Это, конечно же, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, производство, современные технологии. Причем такое разнообразие очень удивляет столичных специалистов, которые уверены, в условиях холода бизнес не сделать успешным. Поразительно, когда в таких условиях и тяжелых, и погодных, и, собственно говоря, всех Якутии ассоциируется с морозом. Когда, понимаете, здесь минус 20, всем холодно, да? Вот в Якутии минус 40, это что-то тепло. Вот. И вести бизнес, и добывать полезные ископаемые, это очень тяжело. Стереотипы о том, что Якутия – это отдаленный регион, где мало что происходит, постепенно рушатся. Организаторы премии были удивлены, когда увидели первый на Дальнем Востоке IT-парк и теплицы с круглогодичным выращиванием овощей на вечной мерзлоте. Причем удивляют не только опытные бизнесмены, но и якутские школьники. Вот в прошлом году во всероссийском конкурсе молодых предпринимателей премию получила одна из наших школьниц, которая на гектаре дальневосточном, который получили ее родители, сумела создать пасеку, 40 килограмм меда получили. Это совершенно удивительно. В наших климатических условиях совсем молодой человек получил вот такой результат. Сюрпризом стали и иностранные корпорации, готовые вложить в строительные проекты. Но главное – это большое количество в Якутии предприятий малого и среднего бизнеса, которые вносят существенный вклад в развитие региона. Все это так поразило москвичей, что наша республика победила в номинации «Уникальная экономика». Этот приз – это прежде всего итог работы нашего предпринимательского сообщества, которые берут на себя огромную ответственность, обеспечивают и себя, и своих близких, и многих-многих других рабочими местами, стабильной зарплатой и добиваются больших успехов. В конкурсе участвовали 35 регионов, но в финальные списки победителей вошли только 2 – это Калининградская область и Якутия.
И у очень многих регионов есть хорошие промышленные площадки. И тут надо подумать, как же привлекать инвестора. И здесь играет роль быстрая реакция правительства, быстрая реакция агентства развития, то, как те обещания, которые даются тому или иному инвестору, выполняются на деле. И выигрывают те регионы, которые тщательно, успешно и достойно работают с бизнесом, придумывают лучшие кейсы, лучшие практики. Эксперты отмечают, что у нашей республики большой потенциал, а инициативы властей Якутии вызывают особый интерес. Это, например, идея создать крупный научный центр международного уровня по изучению влияния низких температур на различные материалы. Также в планах появление центра палеогенетики, который занимался бы вопросами исследования останков мамонтов. Есть идеи и в области энергетики, добычи полезных ископаемых. И, конечно же, креативные проекты частных предпринимателей. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Сегодня республика отмечает День гражданского активиста. Дата призвана мотивировать неравнодушных, инициативных и ответственных людей к объединению и привлечению молодого поколения к общественной работе и социальному бизнесу. Сюжет Анастасии Даниловой. Ледовый каток на площади Ленина, молодежный центр «Арена-31», бокс-парк на Комсомольской площади – все это проекты общественника Николая Мартынова. Его цель – благоустройство территории городского округа и создание мест массового отдыха населения. По признанию Николая, общественником он был не всегда. Более 10 лет он работал в сфере предпринимательства, пытался найти себя. Однако тяга к социально значимой деятельности перевалила чашу весов. Все-таки предпринимательство – это дело одно, но чтобы что-то было конкретно социально направленное, чтобы горожане могли получить что-то ощутимое для себя, вот это мы считаем своим личной победой над собой, во-первых, в первую очередь, потому что я так думаю, что за этим будущее. Стараются сейчас эту идею уже перенять, наши регионы, да, у нас по республике. Я очень хочу, чтобы она имела свое развитие. Говоря «мы», Николай имеет в виду своих единомышленников, общественных деятелей, которые так же, как и он, хотят культивировать в городскую среду интересные пространства. Если раньше Николай продвигал свои идеи, часами дожидаясь приема в госучреждениях, то сейчас, имея целый портфель реализованных проектов, власти сами выходят с ним на связь. С Николаем мы сотрудничаем уже несколько лет, являемся партнерами, хорошими друзьями. У нас одни цели, одни идеи, мечты, мы их реализуем, стараемся в разных проектах. Ближайшая цель – это, наверное, создание такого общественного пространства, которое могло бы показать, насколько можно адаптировать городское пространство для жителей города, чтобы там было комфортно проводить время, отдыхать, можно было прийти там как с детьми, так и самим там посидеть, почитать книгу и так далее. Вопросы финансирования подобных проектов интересуют многих граждан. В основном тех, кто тоже имеет какие-либо творческие, оригинальные задумки, но отсутствие денежных средств их останавливает. Однако у Николая подход к этому вопросу намного проще. Мы вложили собственные, которые мы накопили из своей деятельности оборотной. Да? Потом очень крупную сумму я взял займ у физлица. Этот займ мы сейчас потихоньку возвращаем. Поэтому в этом заключается вся наша инициатива и в этом наша история, потому что на простые заемные средства за счет доверия другого человека мы создаем сейчас вот все, что вы сейчас видите. В разговоре Николай много раз ссылался на то, что его проекты имеют свое продолжение благодаря городским сообществам, которые организовывают на его площадках свои мероприятия. Только за один год в стенах Арены-31 проведено около 2000 часов мероприятий и посетило 22 тысячи участников. Причем неформальные сообщества превалируют. И вот как раз это наша аудитория, с ними я стараюсь работать очень близко и тесно, потому что они нуждаются в таких местах, как и в таких локациях, как сейчас это модно говорить, в таких вот ресурсах, которые мы сегодня обладаем, и их я стараюсь поддержать. Колоссальную поддержку общественнику оказывает его семья, супруга и 6-летний сын. Как сказал сам Николай, они верят во все его проекты и с головой окунаются в любую его авантюру, даже если приходится тратить средства из семейного бюджета. С таким тылом каждый общественный деятель и инициатор найдет мотивацию, силы и упорство для создания и воплощения идей, улучшающих уровень жизни и комфорта горожан. Анастасия Данилова, Джулстан Накентьев, Якутск. Ну а какие проекты сегодня выигрывают престижные гранты? В частности, эту тему сегодня затронули на встрече заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной с победителями президентских грантов. Встреча прошла в рамках Дня гражданского активиста. Авторы лучших работ рассказали о своих проектах и о том, какая работа на сегодня уже проделана благодаря финансовой поддержке.
Также они поделились секретами успеха. Например, Варвара Данилова, председатель Венкийской кочевой общины Сугар, защитила проект по популяризации уникальных традиций охотничьей культуры эвенков местности Ботома. Ее идея нашла поддержку на федеральном уровне. Всего в прошлом году от Якутии поступило на первый этап 95 проектов на общую сумму свыше 156 миллионов рублей. Наиболее активными показали себя некоммерческие организации Горного, Татинского и Мирнинского районов. Вот когда делаешь этот проект, а вообще проекты, когда пишете, самое главное быть уверенным, что твой проект жизненно необходим. Потом реально и адекватно предвидеть финансирование. Не поступать по принципу просить больше, дадут что-нибудь, ну что-нибудь открыть, а именно вот конкретно заказать то, что нужно. Я считаю, что министерство вот сейчас после этой встречи в том числе должно определить, что в качестве одного из критериев должен являться как раз победа некоммерческих организаций в грантах. Да? Значит, определите для себя баллы. Высший балл непосредственно, да, например, победа в грантах президента России. Скоро выйдет финальный сезон популярного сериала «Игра престолов». Этого ждут миллионы людей по всему миру. К премьере якутские поклонники этого сериала готовят серебряную статуэтку создателям этого фильма. Энтузиасты собрали материал, разработали эскиз и практически завершили работу над этим изделием. Сюжет Юрия Осипова. Сериал «Игра престолов» обладает внушительной армией почитателей по всему миру. Есть они и в Якутии. Именно они стали авторами проекта по вручению памятной статуэтки создателям фильма в качестве признания от якутских фанатов. Идея возникла еще прошлым летом. Мы думали, в какой форме вообще все это можно было бы воплотить. И просто вот возникла внезапно мысль о том, что давайте сделаем опять же Эллея Оскара, да, якутского. Толчком для создания статуэтки и запуска проекта стал пост в социальных сетях. В начале прошлого года популярный паблик с более чем 3-миллионной аудиторией опубликовал у себя фото ленских столбов с подписью «Стена существует». И действительно, многие признают внешнее сходство главной якутской достопримечательности с ледяной стеной, которая в произведении Джорджа Мартина защищает мир живых от нечисти за ней. Зима близко для нас. Практически наши ощущения тождественны с ощущениями героев в этот момент. Мы понимаем, о чем они говорят. И в данном случае мы характеризуем Саха, вообще жителей республики, все народы, которые проживают на территории Якутии, что это вот настоящие стражи стены, стражи холода, и пока мы здесь живем, стена не падет. Над статуэткой работали 6 человек. Это скульпторы, кузнецы, косторезы, ювелиры. Каждый внес в работу собственную лепту. Работу над статуэткой планируют завершить уже на следующей неделе, до премьеры завершающего сезона сериала. Делаем уже почти месяц. Потихоньку, помаленьку. Все мы работаем. Это такой вот проект, за который нам никто не платит, мы никого не просим. Поэтому немножко медленно, но идет процесс. Серебряная статуэтка создана по образу героя телесериала Джона Сноу, но с якутскими чертами и носит название Эллей, страж стены. Основная часть статуэтки отлита из серебра 925 пробы. Фигурка накрыта черным стальным плащом и установлена на постаменте из бивня мамонта и латуни. В руках герой будет держать меч, клинок которого будет выполнен из обсидиана, или как его называют в фильме, драконьего стекла. Общий вес фигурки составляет около 2,5 килограммов. Прототип статуэтки якутянин Данил Чучайцев. Он стал героем презентационного ролика, который сняли режиссер Айсен Ануфриев и оператор-постановщик Серафим Федоров. В нем персонаж в образе Джона Сноу идет по снежным полям к стене из ленских столбов и поднимается на самую вершину. До премьеры заключительного сезона популярного сериала осталось меньше 2 недель. И наряду с почитателями со всего мира его с нетерпением ждут и в Якутии. Пока авторы не знают, как доставить свой презент создателям сериала, но уверены, что с этим проблем возникнуть не должно. Тем более, что у них уже есть подобный опыт. Именно эта группа изготовила статуэтку и передала якутский Оскар Эллей голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск.
Порядка полусотни дошколят вышли на старт ежегодного лыжного марафона в Алдане. Многие из маленьких спортсменов встали на лыжи, едва научившись ходить, и в 5-6 лет уже показывают отточенную технику и достойное мастерство. Сюжет Татьяны Вахниной. Особенная доброта и мягкость отличают соревнования по лыжным гонкам среди дошколят. В 10-й раз на старт вышли самые маленькие, чтобы помериться скоростью и техникой бега. Соревнования между воспитанниками детских садов проводятся ежегодно. Хатыстырские лыжники – бессменные участники марафона. Первое время мы вообще всегда призовые места брали, а теперь уже это сдаем позиции. Соревноваться стало сложнее. В соревнованиях 2019-го приняла участие команда из отдаленного поселка Угаян. Несколько десятков километров по весенней дороге вовсе не помеха. Дарина и Зарина встали на лыжи почти 2 года назад. Заниматься спортом сестрам нравится, а в районном марафоне они принимают участие впервые. Дома они не катаются самостоятельно, только в детском саду бегаем. Мы приехали вот в Алдан на лыжню. И, чему так рады. Юбилейный марафон собрал порядка полусотни спортсменов, воспитанников 11 детских садов района. Многие встали на лыжи, едва научившись ходить, и в 5-6 лет демонстрируют не только высокую технику, но также выносливость и волю к победе. 11 детских садов, 47 малышей. Здорово. И денек сегодня на славу как будто нам способствует нашим юбилейным 10-м мероприятиям. Сборным Якутии и России есть на кого возложить надежды. Алданские дошколята – смена достойная. Об этом говорят и тренеры детско-юношеской спортивной школы, присматриваясь к маленьким лыжникам, чтобы через пару лет взять их в свои группы. Помимо оздоровления, лыжный марафон нацелен на иные, более отдаленные перспективы. Те, кто победил сегодня, мы потом видим их уже на соревнованиях взрослых. Они потому что в основном все будущие школьники, и потом они уже серьезно идут заниматься спортом. Это практически все дети, вот сегодняшние победители, которые будут. В лыжном марафоне побежденных не бывает. На почетный пьедестал всходят все команды. Лыжники награждаются дипломами и получают конфеты. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на Якутии 24 и будьте всегда в курсе. До встречи.